Всем привет, на связи Джейсон Геймер, это Image Drive Stories. И встречайте моего нового персонажа. Сержант Кусь. Возраст 32 года. О себе. Настоящее имя Алиса Кусь. Ненавидит BMW M3 E46 GTR. Параллельно со службой в полиции увлекается автоспортом. Именно ее вызывают на перехват самых быстрых подозреваемых. Шутки с ней лучше не шутить, иначе вы опробуете асфальт на вкус. Единственный полицейский, которого все страны просят помочь самыми разыскиваемыми стритрейсерами. Особенности: трезвый ум, необычный подход к делу, любит автомобили. Опыт вождения высокий. Происхождение Литва. Противники: Жорик-мажорик, Александр Дербевич и Тень. Такой вот персонаж. Этот персонаж у нас... Надеюсь, вы помните, я говорил, что у нас будет персонаж, который будет все связывать, и это именно тот самый персонаж. И с чего же мы начнем? А тут поступил вызов один, что в штате Юта у нас сразу два подозреваемых наших. Это Александр Дербевич и Жорик-мажорик. Тень, к сожалению, неуловимый. Поймать его до сих пор не удавалось. Ну что ж, ладно, давай прокатимся, посмотрим, попатрулируем. Может быть, найдем Жорик-мажорика или Александра Дербевича. Потому что пока неизвестно, где именно они. Они где-то в штате Юта, а где именно, неизвестно. Смотри-ка, вот и Жорик-мажорик. Упс, не то включил. Что я включил? Во. Все, поехали за ним. То он сейчас уедет. Блин, я вроде трафика поубавил, а FPS мало. Капец как мало. Первым мы нашли Жорика-мажорика. У него тачка очень быстрая, но у нас все-таки Чарджер должен быть тоже ничего. Ай-яй-яй-яй-яй. Да какой бешуковит. У меня тут Жорик-мажорик на своем суперкаре гонит. Слушай, мы, кстати, подвеску повредили. Очень плохо, не вписались в поворот. А вот Жорик-мажорик, похоже, водить научился. Нет, слушай, я это зря сказал. У нас тут Жорик-мажорик, блин. Так, останавливаемся здесь. Да пофиг на этот бешуковит. У меня тут один из самых разыскиваемых преступников. Жорик-мажорик. Он в ДТП попал? Нет? Вот ты и попался. Стоять. Куда собрался? Что, посмотри, еще выпендривается чего-то. Все. Куда ты? Блин, я его вытолкнул. Вот так на него прям залезть. Все. Все, Жорик, можешь даже не пытаться выбраться. Жорика-мажорика мы поймали. Посетит немножечко в участке и снова его освободят, скорее всего. Давайте переискать Дербевича. Давай посмотрим по карте, кстати. Может быть, кто где катается. Ну, это такой небольшой
А, ну да, по карте так, кстати, и не показывает. Ладно, а я надеялся. Ладно. Что? Ты видел, сейчас там на карте моргнула какая-то метка? Ладно. Небольшую функцию мы используем, специально для полицейских разработанную. Посмотрим, где Дерби... Ох ты! В горах Дербевич катается. Что ж, поехали на перехват. Надеюсь, мы до него успеем. Но этот уже ехать никуда не может, так что пусть себе там пытается. Мы за Дербевичем погнали. Извини, трафик. Ладно, остановимся. Чего страшного. Где у нас Дербевич? Это он? В обратную сторону убегает, да? Не вижу. Нет, не он, это трафик. Он у нас где-то на серпантине был. Так, давай используем снова. А, подожди, мы не туда поехали. Боже. Хотя не, в принципе, в правильной стороне мы поехали, но да, чуть-чуть не туда. Ладно. Пока без сирен. Ну, Дербевич, ты за свои вот эти вот проделки поплатишься. Да, у меня тут Дербевич куда опаснее. Так что мне вот эти скоростные нарушители пока не интересны. Где-то на той стороне... Ой, ё-моё. Где-то на той стороне катает. Как думаешь, как далеко он мог уехать уже? Ну-ка. Вот он! Дербевич, падла! На таран сразу пошел. Сразу видно, что Дербевич. Твою мать, Дербевич, ты что творишь? Ты понимаешь, что тебе светит за нападение на полицейского? Все, Дербевич, так, нет. С ним бодаться лучше не стоит. У него куда крепче автомобиль. О, Дербевич, да ты это... Совершил глупую ошибку. Ну, получается, Дербевич попался. Ладно, давай еще раз попробуем. Где мы там крайний раз были? Здесь, окей. Немножечко волшебства. И вот мы снова ищем Жорика-Мажорика и Дербевича. Говорят, Жорик-Мажорик был где-то на шоссе, поэтому мы тут как раз недалеко от него. Поэтому поехали как раз проверим. А, вон, смотри, несется. Видишь, видишь, вон. Слева. Блин. Я из-за того, что на него засмотрелся, пропустил поворот. Ну, вроде как мы едем, так что... Нет, мы не едем.
мы не едем. Вот ты ж восстановишься сейчас прям в камне. Нет, нормально. Ладно, поехали. Поехали. Жорик-мажорик по прямой мог легко оторваться, у него все-таки суперкар. Поэтому давай съедем навстречу, так будет побыстрее. Так, я его пока по карте... Подожди, нет, вон несется, да? Это он? Нет, не он, это трафик. Это просто трафик. Куда ты поворачиваешь? Твою налево. Давай восстановимся. Полетим. Так, но мы его пока не видим. Пока можно без сирены ехать. Хотя давай включим, чтоб трафик расступался. И куда он делся? Подожди, мне кажется, он... используем суперспособность. Угу. А он дальше в туннель поехал. А Терпович опять где-то... Понятно, где катается. Интересно, он решил не таранить в этот раз трафик. Ладно. Так, значит, информация у нас по Жорику-мажорику есть, поэтому отправляемся в погоню за ним. На перехват. Туннель у нас в любом случае ведет лишь в одно место. Поэтому встретим его на выходе. Надеюсь, он не развернется. Или не врежется. Ну все, Жорик-мажорик, держись. Это он несется. Это он несется. Ой, мать, он по шоссе катается. Но мы его не догоним. У нас максималка меньше. У нас не спорткар, не суперкар, как-никак. Молодец. Вон он. В туннель снова погнал. Снова в туннель погнал. Тихо, тихо, тихо. Надеюсь, мы с подвеской ничего не сделали. Кстати, все в порядке с подвеской, хорошо. Нет, не все в порядке, но ладно. Мы закончим начатое. Жорика-мажорик, конечно, сложно догнать. Почему-то он научился ездить. Более-менее. Но смотри, мы его... Нет, он не научился ездить. Только что врезался. Все, Жорик-мажорик. Останавливайся. Ну, даже после аварии максималка выше. Ты посмотри, а. Трафик. Мать твою, включай фары. А то оштрафую за выключенные фары, кстати говоря, тоже надо включить. Блин, Жорик-мажорик, кажется, подвеску нам повредил. Ну и Жорик-мажорик тоже так недалеко уезжает, знаешь ли. Это битва... Блин, а я поворачивать нормально не могу. Еще одно ДТП, Жорик. Все. Мне кажется, он что-то себе сломал. Мы, кстати, тоже. Какой подозреваемый арестован? Жорик-мажорик. Ну да, если
Если вы про него, то да. Мы сейчас в нем появимся. Ну да. Давай чуть-чуть тебе переместим. Все, так, значит... Жорик-мажорик, я тебе что сказал? Сказала. У нас же персонаж все-таки женский. Поэтому... Все, успокойся. Так, значит, давай мы посмотрим, что у нас там по... Давай мы проложим маршрут сразу же до него. Вот куда-нибудь сюда. Я думаю, он не успеет изменить. Хотя мы не успеем доехать до него. Ладно, погнали. Значит, информация по Дербивичу у нас есть. Что? У тебя так легко подвеска ломается? Да, не ожидал. Ладно. Значит, информация по Дербивичу у нас есть, поэтому включаем сирены и несемся за ним. Хорошо, что здесь камней никаких не оказалось. Я думал, у тебя чуть больше мощности. Но, видимо, я привык, что в рубрике... Что в рубрике угнать за 60 секунд у нас более мощные авто были. Что сейчас отвыкнуть очень сложно. Кстати, пока мы ловим Дербивича, пока мы едем к Дербивичу, поставь, пожалуйста, лайк на это видео. Подпишись на канал, если еще не подписан. Поделись роликом, кстати. Комментарий любой можешь написать. Да, не важен мне этот подозреваемый. Мне важен один из опаснейших преступников. Дербивич. Но уж точно никакая там не Бишу, которая просто чуть повысила скорость. Так, по-моему... Нет, здесь нет Дербивича. Пока едем. Быть может, увидим. Но это трафик заспавнился, потому что метка появилась неожиданно. Это Дербивич. Это Дербивич. Это Дербивич. Погнали за ним. Срочно, срочно, срочно. Погоню. Ну все, Дербивич. Ты посмотри. Это точно рук Дербивича. Ну, за ним сразу видно. После него остаются мятые автомобили. Это точно рук Дербивича. Я тебе говорю, как я его прописал, так он по сути и катается. Персонаж полностью соответствует своей биографии. Стоять, Дербивич. Сука, какая живучая, а? Стоять, Дербивич. Бам. Все, докатался. Да падла ты живучая. Построил себе он Дерби автомобиль. Схватит трафик. Ух, трафик чуть не улетел с холма. Куда ты? Вот падла, ты посмотри, сколько он ущерба наносит. Все, стоять, Дербивич. Что ж, я так понимаю, мы Дербивича арестовали. А значит, можно считать, что с персонажем мы познакомились. Но это было только знакомство, да. Все остальное будет только продолжаться и будет только интереснее и интереснее.
Дербич, подло, ходит. Подожди, ну-ка, стой. Ты пока ставь лайк там, да? Уже на ролик. Давай. А то у нас Дербич уходит снова. Что я хотел сказать? В общем, спасибо тебе за просмотр. Да, мы тут дальше с Дербичем разбираться будем сейчас. Он, падла, живучий такой, что даже у нас подвеска сдохла, а у него все окей. Спасибо тебе за просмотр. Это была ознакомительная серия с персонажем. Следующие серии с персонажами будут рассказывать про какую-то историю. Ну, в общем, я не буду тебе все спойлерить, естественно. Но также у нас и будут новые персонажи. Не волнуйся, уже есть на подходе один. Все, Дервич, останавливайся. Спасибо тебе за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.